Добрый день, дорогие зрители и слушатели канала iNews, Ичкерия News. Я поздравляю всех вас с наступающим Днем независимости Чеченской Республики Ичкерия. И сейчас у нас на связи из Лондона премьер-министр Чеченской Республики Ичкерия Ахмед Закаев. Ахмед, приветствую тебя и поздравляю с Днем независимости Ичкерии, который на самом деле важен не только для чеченцев, но и для всех людей доброй воли. Здравствуйте, Инна, Андрей, я приветствую тебя, Андрея и всех наших многоуважаемых зрителей и слушателей. И также поздравляю всех своих соотечественников с наступающим Днем независимости Чеченской Республики. И без преувеличения поздравляю всех тех, кто стояли у истоков становления новых процессов в мире и в международной политике, и в международных делах. К большому сожалению, очень многие тогда не понимали, что именно судьба и будущее не только чеченского народа и Чеченской Республики, и будущее даже народа всех жителей постсоветского пространства и Европы, что именно в Чечне и тогда решался вопрос стратегической стабильности Европы. Тогда главный шанс был упущен. Мир не обратил внимания на то, что вы сейчас, Андреем, привлекаете внимание, вот те процессы, которые происходили в Грузии, в Чеченской Республике, как создавалась и начинала становиться так называемая новая демократическая Россия со всеми вот этими демократами, либералами, которые были на самом деле подготовлены еще при Андропове для вот так называемой перестройки, для так называемых демократических реформ, которые они для себя определили на этом этапе. Война в Чечне и попытка России подавить независимость Чеченской Республики, независимость Грузии, независимость Украины еще тогда же, когда они всем миром уговаривали украинцев остаться в составе Советского Союза, не отделяться и не провозглашать свою независимость. Но сегодня все поняли и понимают, что главный момент был упущен тогда, именно война в Чечне. И именно чеченцы и чеченский народ стояли во главе вот этих демократических процессов, которые должны были дойти до совершенства. Но у истоков вот этих процессов именно стояли чеченцы. И первый удар был нанесен по чеченцам и по Грузии, по тем, кто действительно стояли на позициях независимости и которые понимали и осознавали, что их страны были оккупированы все эти годы, в советский период. И, к большому сожалению, хотя мы сегодня с сожалением смотрим и обсуждаем и рассуждаем на эту тему, могли ли мы тогда что-либо сделать? Я думаю, нет, потому что все, что мы могли, и грузинское руководство во главе с Звядом, Гасаурди, и чеченцы, мы все сделали, все, что было в наших силах. И заплатили за это огромную цену в человеческих жизнях. И, конечно, сегодня я думаю, что хотя бы вот сегодня это станет хорошим уроком для тех, кто пытается снова вести ситуацию и уговаривать, и заниматься политикой умиротворения, пытаясь Путина убедить в том, что воевать это плохо, нужно жить и нужно в экономическом плане развивать свои страны. Ничего из этого не получится. Пока эта система сохраняется в том виде, как империя, ничего не изменится. Войны будут продолжаться, трагедии человеческие будут продолжаться. И, к большому сожалению, то, что Андрей, ты, Инна, Андрей, вы делаете, вы каждый день даете все новые и новые программы и возвращаете нас вот в ту эпоху, когда многие просто проспали и не понимали, что происходит. И происходило именно
подготовка к тому, что мы сегодня имеем. То есть угроза для всего цивилизованного мира, который исходит от Российской империи. Ты упомянул программы, которых действительно появляется все больше и больше той хроники. Из нее становится очевидно, что перестройка, которую затеяли абсолютные КГБшники Шеварднадзе и Горбачев, который тоже был креатурой Андропова, а Андропов был креатурой Берии. То есть абсолютно аналогичная ситуация, как вот сегодня хорошие русские пытаются скрывать факт независимости Ичкерии, и поэтому сохранять целостность Российской империи. Точно так же и тогда Шеварднадзе и Горбачев пытались вообще скрыть то, что народы оккупированы, страны оккупированы, что это прекрасная страна, которую надо просто немножко подкрутить, сделать ей тюнинг, и вот она будет роскошная. И даже во время перестройки, так называемый прожектор перестройки, показывал материал о том, что латыши, Верховный Совет Латышской ССР, они все были за Великий Октябрь, и они не позволят каким-то американцам, его Конгрессу принимать какие-то резолюции, возвращать исторические даты латышам. То есть все повторяется. Но, как мы видим, Латышская республика все-таки вырвалась, и никакие не помогли их вот эти абсолютно карательные методы. Как бы ты сегодня сказал вот этим людям, которые пытаются представить прекрасную Россию будущего, то же самое, что СССР того времени, что День независимости Чеченской Республики Ичкерия – это такой же день, как День независимости Латвии, День независимости Грузии, Украины, что это естественный праздник для свободного народа, который, несмотря на танки, несмотря на их карательные методы и их пропаганду, все равно восстановится День независимости Чеченской Республики Ичкерия. Инна, я глубоко убежден в том, что до тех пор, пока вот так называемые российские либерал-демократы, хорошие русские, не осознают, что именно День независимости Чечни является залогом их свободы, их будущего, ничего не изменится. На самом деле, они должны были сегодня привлекать внимание к этой трагедии, которую пережил чеченский народ. Вместо того, чтобы быть объективными и открыто сказать, да, это была наша ошибка, мы тоже это проглядели, что именно там возрождалась Российская империя, которая представляет сегодня угрозу для всего цивилизованного мира, и мы стали изгоями этой страны, находясь сегодня за рубежом, да, если пока они не вернутся к этому, у них никакой свободы в России не будет. И никогда они не вернутся, вот когда они рассуждают, вот мы вернемся, куда они вернутся? Просто заменить Путина на там Ходорковского или на Невзорова или еще на кого-то, чтобы империя сохранилась, да? Если бы они говорили бы о будущем российской демократии, о будущей прекрасной России, свободной, независимой России, они должны были бы сегодня уже, помимо Чеченской республики, которая де-факто и де-юре являлась на каком-то этапе независимым государством, даже те народы, колониально зависимые от России, им сегодня нужно было готовить дорожную карту, каким образом они будут отделяться и восстанавливать свою государственность. И я уверяю весь мир и международное сообщество, и тех, кто, если в России кто-то есть, думающий о будущем России, чтобы она сохранилась хоть какое-то государственное образование, не как империя, то они сегодня должны начать думать об этом. И поэтому вот все эти хорошие так называемые русские или либерал-демократы, они на самом деле по своей сути, они являются имперцами. Они не могут и не представляют Россию другой. Да, они сегодня понимают, находясь за границей, за рубежом, они не могут оправдывать и поддерживать Путина в его агрессивной войне против Украины. Но все остальное касательно Грузии, Зиада Гамсахурди, Джохара Дудаева, той трагедии, которую пережили наши народы, об этом они умалчивают. Не то, что умалчивают, они вот это оправдывают, вешая ярлыки на Джохара Дудаева, на Зияда Гамсахурдия, что они были националисты, фашисты и нацики.
Они тем самым пытаются оправдать свое соучастие в тех преступлениях, которые были совершены вот в тот период. И до тех пор, пока они не покаются и не признаются открыто, что это была ошибка, что ту трагедию, которую проживает сегодня украинский народ, что этому начало было заложено именно в Чеченской республике, именно в Грузии, когда они свергли законно, народно, всенародно избранную президента Зиада Гамсахурдия и совершили переворот. Вот с этого времени и началась подготовка к сегодняшней трагедии. И именно они сегодня должны заявить об этом публично, потому что их услышат. Тебя могут не слышать, меня могут не слышать. Нас зачислили в сторону конфликта. Ты Грузия, ты представительница Грузии, я представитель Чечни. Мы являемся как бы стороной конфликта, и нас могут считать, что мы можем быть необъективными. Но эти люди, которые стояли у истоков и все это видели, они должны были говорить эту правду, чтобы изменить сегодняшнюю ситуацию. Чтобы сегодняшнюю ситуацию, чтобы ни Трамп, ни другой не ошибались в том, что происходит сегодня. Чтобы они не заблуждались. Именно они ведут в заблуждение тех, кто сегодня пытаются политикой умиротворения изменить ситуацию. Это невозможно будет. Только децентрализация Российской империи и осознание и покаяние в содеянных преступлениях за все эти годы и века можно что-то изменить и надеяться на лучшее будущее и для России, и для других народов, окружающих Россию. Ахмед, давай попробуем объяснить нашим зрителям, новым зрителям, потому что понятно, что чеченский народ и так понимает и отделяет вот этих пропагандистов, которые продолжают вводить людей в заблуждение, что добрая воля, она не исчерпывается тем, что вот эти хорошие русские поддерживают Украину. Вот это не должно вводить в заблуждение наших новых зрителей. Они так и пишут. Ну смотрите, они же встали на сторону добра, на сторону света, они же поддерживают Украину и даже, как некоторые, покаялись в своем фашизме. Но мы видим, что эти же люди просто сегодня выходят с заявлениями, что Чеченская республика – это часть России. И здесь уже нельзя их как бы заподозрить в кавычках в доброй воле. Их уже возможно заподозрить только в другом, что они это делают намеренно. Я абсолютно уверен в том, что они делают это намеренно. Я поэтому сказал, чеченцев не любят ни кадыровцев, ни нас, именно потому, что мы являемся напоминанием этим сегодняшним российским либерал-демократам, что они являются преступниками. Вот тот период, когда они освещали войну в Чечне, они занимали абсолютно проправительственную позицию. Они подменяли смысл происходящего. Понятие, вот что война, гражданская война и агрессия, которая это две разные вещи в международных принципах норм международного права и международной политики. Гражданские войны могут идти из-за каких-то внутренних проблем одного государства. А агрессия совершается против независимого государства. Вот все эти журналисты и правозащитники, они подменили это понятие тогда. Они, защищая якобы права отдельно взятого человека, абсолютно игнорировали права всего народа и подвергли этот народ геноциду. И сегодня эти же журналисты, которые сегодня где-то что-то в чем-то так бы осознали, переобулись, я не знаю, перекрасились, но они не могут до конца быть объективными, потому что, Инна, мы от них этого никогда не дождемся. Знаешь почему? Потому что они соучастники преступлений, военных преступлений, геноцида и чеченского народа, и грузинского народа, и всех народов, которые они ввергли в этот хаос и в кровавую бойню. Начиная вот весь этот период, это все было, все эти так называемые реформы, перестройка, это были заложены еще Андроповым, будучи директором КГБ. Я напоминал в нашей передаче, что именно 20 человек во главе с Чубайсом и с Гайдаром, которые были направлены на Запад, в Соединенные Штаты Америки, Великобританию, для изучения рыночной экономики.
Представьте, период холодной войны, их направляют на изучение рыночной экономики. И вот с этого времени это все было заложено. Конфликт в Молдове, в Транснистрии, Азербайджан, Армения, Карабах, Грузия, Абхазия, Южная Осетия, Чеченская республика, Крым, который был выведен для того, чтобы сделать то, что они сделали еще в те годы. Он был выведен как отдельная автономная республика в Украине, хотя это противоречило тогдашней конституции Украины. Украина это унитарное государство, там нету подобия краев, областей, это унитарное государство. Оно так и заложено в Конституции. Но все эти горячие точки, так называемые, были заложены тогда. И все эти горячие точки, войны, которые происходили, именно сегодняшние так называемые хорошие русские, они выросли. Это были часть этой системы. Именно поэтому они никогда не признаются в том, что война в Чечне была агрессивной агрессией, что в Грузии был совершен переворот, что там совершили агрессию против свободного независимого государства, и что по сегодняшний день эта агрессия продолжается. Они не могут это сказать, потому что они часть всего этого. И поэтому мы от них этого не дождемся. Но наша задача и ту работу, которую вы делаете, довести до остального мира, кто они на самом деле. И что рано или поздно, если вопрос станет о ответственности за те злодеяния, которые были совершены в тот период, что они являются частью и должны будут нести ответственность. Вот в какой форме эта ответственность, это другой вопрос. Спасибо большое. Я хочу напомнить нашим зрителям, кто еще не смотрел, обязательно посмотрите программу, приуроченную к годовщине Хасавюртовских соглашений 31 августа 1996 года. И я хотела бы тебя тоже попросить прокомментировать этот договор, потому что там есть нюансы, которые даже не вникали еще многие наши зрители. Пожалуйста, прокомментируй, как вот развивались эти события, то есть сначала победа 6 августа, совершенно героическая чеченского народа над многочисленной армией. Потом была история с 27 мая, когда Зелимхан Индарбиев поставил на место Бориса Ельцина в Кремле. И когда Евгений Киселев в своем репортаже называл это беспрецедентным успехом дипломатии Бориса Ельцина. И потом уже как развивались события, Хасавюрт и да, в дальнейшем уже мир, который был подписан в Кремле между Борисом Ельциным и Асланом Масхадовым. К большому сожалению, очень многие, потому что это дела давно уже минувших дней, это 30 лет назад практически события 30-летней давности, почти 30-летней давности, 29 лет прошло. И очень много нюансов не понимают, что происходило. Я непосредственно был участником и переговорного процесса. Вот перед этим, когда Ельцин надумал идти на выборы и решил закончить войну, это был вот май месяц 25, 26, 27, когда мы вылетели. Взяв нас в заложники, Ельцин прилетел в прямом смысле этого слова. После вот этой известной сцены в Кремле, на второй день он вылетел в Москву, взяв нас в заложники в Москве. Всю нашу делегацию взяли в заложники, мы остались там, он вылетел в Чечню, выступил где-то сам перед военными и сказал: я закончил войну. После этого война продолжалась уже еще почти полгода. Шли бомбардировки населенных пунктов, война не закончилась. И наступил вот этот августовский период. Вот сам факт появления Лебедя, вот как он оказался. И немного я в своей книге описал, вот кто такой Лебедь и его карьеру, его рост как военного генерала, как военного человека. Он был привлечен в Приднестровье, когда начинались события. Он был привлечен к ситуации в Баку в 1988 году, когда провозгласили так называемую Карабахскую республику. В 90-м году он как раз в Баку разгонял и совершил преступление. В 1989 году он был во главе вот этой десантной группы, которая находилась в Тбилиси. И он не случайно оказался в Чечне. В августовской операции «Джихад», когда мы разгромили на самом деле
российскую армию, которая дислоцировалась не только в самом одном Грозном. Это были три города: Гудермес, Грозный и Аргун. Просто во внимании для всех оказался только один город Джохар, тогдашний город Грозный. И по всей республике они были на самом деле деморализованы во всех отношениях. И они были, войска были нейтрализованы. Прибыл Ледвид, 8-го он прилетел, увидел всю эту обстановку, и он обратился, это точно достоверная информация, я об этом в своей книге пишу, он обратился к начальнику главного штаба Квашнину и к Маслову, начальнику главного штаба внутренних войск и Министерства обороны, и запросил 50 тысяч подкреплений подготовленных спецназовцев для того, чтобы разрулить ситуацию в Чеченской республике, как он тогда говорил. Но ему ответили, что для этого им необходимо, нужны 3 года. Вот тогда и пошли они на так называемое Хасавюртовское соглашение. Но самое интересное, что вот все эти так называемые российские либерал-демократы обращают внимание и говорят в своих воспоминаниях, выступлениях, все время акцент делают на Хасавюртовское соглашение. Потому что Хасавюртовское соглашение – это было соглашение о прекращении огня, о прекращении военных действий. И там одной фразой в этом заявлении было заявлено о том, что до 2001 года Россия и Чечня определят свои взаимоотношения. До 2001 года. Но обрати внимание, не после 2001 года, а до 2001 года. И мы со своей стороны, когда уже прошли выборы, избрали президента, мы форсировали эти события, чтобы был подписан договор о мире. То есть определить взаимоотношения, которые были заложены в Хасавюртовском соглашении до 2001 года. Мы этот процесс завершили в 1997 году в мае. И вот Мурадова я слушал, когда он говорил, что Хасавюртов это было рамочное соглашение, никакого предательства, никакой измены не было, что все. Или Венедиктов, когда говорит, что Путин продолжает Хасавюртовское соглашение, ведя вторую войну. Вот все эти моменты, они не хотят вспомнить о договоре, который был подписан в Кремле, который начинается: высокие договаривающиеся стороны навсегда отказываются от угрозы применения силы, от применения силы. И в дальнейшем будут строить свои взаимоотношения на общепризнанных принципах и нормах международного права. И что происходит дальше после этого? После этого мы подписываем межгосударственные соглашения, трехстороннее межгосударственное соглашение. Азербайджан, Чеченская республика Ичкерия и Россия подписывают договор о транспортировке нефти в 1977 году. Я как раз выезжал на эту встречу в Баку. Мы встречались с президентом, тогдашним президентом Азербайджана Алиевым. Россию представлял Борис Немцов, как он говорил и называл себя, царем России, новым царем, потому что Ельцин был после операции, Черномырдин где-то был в Сибири, и он представлял Россию. И мы подписали вот это соглашение о транспорте, трехстороннее соглашение. То есть это абсолютно де юре и де факто Чечня являлась независимым государством с 1997 года. То есть с 1994 оно являлось де-факто, а с 1997, с 12 мая и де-юре признанное Россией как независимое государство. И дальше были подписаны межправительственные соглашения. Соглашение о выплате компенсации за моральный, материальный ущерб, нанесенный в результате войны. Мы просто пошли навстречу, не использовали слово репарации или контрибуции. Мы просто использовали слово возмещение материала. Это было сделано по просьбе Черномырдина и Лебедя, которые тогда вели весь этот процесс. И мы пошли им навстречу. И с этого времени практически всем было понятно, что мы являемся независимым государством. Единственное, что они сделали, тогдашний министр иностранных дел Примаков, когда ему задали вопрос после 12 мая, когда был подписан договор о мире, ему задали вопрос: вот что сделает Россия, если другие страны и государства, так же, как и Россия, установит дипломатические отношения с Чеченской республикой. И тогда Примаков заявил, что с той страной, которая установит дипломатические отношения с Чеченской республикой, Россия прервет дипломатические отношения. Вот с одной стороны они признали
А с другой стороны, они продолжали оказывать давление, и мы находились в абсолютной экономической блокаде все эти 3 года. И поэтому сегодняшние либерал-демократы не хотят напоминать и вспоминать о договоре о мире, который де юре стал актом признания независимости чеченского государства на самом высшем уровне. То есть во главе этого государства стоял президент Ельцин. Я сейчас прочитаю одну главу из моей книги «Покорить или истребить». Это одна часть касаемо Александра Лебедя и его участия в миротворческой миссии почти не только в Чечне, но и на всем постсоветском пространстве. Но я оттуда взял только часть касаемо только Чеченской Республики. Глава называется «Легион 50 тысяч человек». В июне 1992 года Ельцин назначил Александра Лебедя командующим 14-й армией, расквартированной в Тирасполе, столице Приднестровья, провозгласившего свою независимость от Молдовы. В период Горбачевской перестройки Молдавия, как и все остальные союзные республики, объявила о своем суверенитете и провозгласила главной своей политической целью воссоединение с Румынией. Приднестровье объявило о своей независимости и о выходе из состава Молдовы. Правительство Молдавии потребовало вывода 14-й армии со своей территории, ссылаясь на 15-й параграф Хельсинской декларации от 1992 года, по которой из межгосударственных отношений должны быть исключены элементы холодной войны, такие как, к примеру, размещение чужих войск на территориях независимых государств. Кишинев проводил аналогию с прибалтийскими республиками, откуда российские войска были выведены именно на основании данного параграфа. А правительство Приднестровья заявило, что присутствие 14-й армии на своей территории считает гарантом стабильности и безопасности. 19 июня 1992 года руководство Молдовы обратилось в ООН за помощью, и молдавские войска начали войсковую операцию в Приднестровье. Это явилось началом гражданской войны. 21 июня Москва отдала 14-й армии команду вмешаться в конфликт, а 23 июня Лебедя направили в Приднестровье для урегулирования этого конфликта. Артиллерийскими ударами по войсковым частям Молдовы, уже готовым штурмом взять Тирасполь и все Приднестровье, Лебедь практически сорвал наступление молдавской армии. 9 июля 1992 года президент Молдовы Мирча Снегур и президент России Борис Ельцин подписали соглашение о мирном урегулировании Приднестровского конфликта, которое, в частности, предусматривало вывод 14-й армии. В сентябре того же года Ельцин присвоил Лебедю звание генерал-лейтенанта, признав тем самым его заслуги перед Россией. Между тем, политические реалии изменились. Начавшаяся в Чечне война, конфликт с Молдавией из-за Приднестровья и с Грузией из-за ситуации в Абхазии и Южной Осетии являлись для России неблагоприятным фоном для вступления в Совет Европы. И Москве приходилось декларировать мирные инициативы. Россия и Молдова подписали соглашение о выводе российских войск из Приднестровья. Лебедь приехал в Москву и выступил перед Государственной Думой. Он заявил, что если будет осуществлен вывод 14-й армии, то Молдавия станет выглядеть как Чечения, где идет кровопролитная война. После его выступления Госдума приняла решение не ратифицировать соглашение между Кишиневым и Москвой о выводе 14-й армии, а Приднестровье объявить регионом геостратегического значения для России. Позже депутаты предлагали Ельцину признать независимость Приднестровья, наладить с ним дипломатические отношения и принять в СНГ. Павел Грачев издал приказ об изменении структуры 14-й армии в соответствии с соглашением между Молдовой и Россией о выводе войск. 30 мая 1995 года Лебедь подал рапорт об отставке. 14 июня 1995 года из администрации Ельцина сообщили, что российский президент получил от генерала Лебедя прощение с просьбой об отставке с поста командующего 14-й армии и что Ельцин удовлетворил это прощение. После своей отставки Лебедь начал серьезно заниматься политической деятельностью.
11 января 1996 года он официально выдвинул свою кандидатуру на пост президента Российской Федерации. Лебедь раньше других понял, что Чеченская Республика будет выигрышной темой в предвыборной борьбе. В своих предвыборных выступлениях Лебедь концентрировался на двух направлениях: навести строгий порядок в стране и закончить войну в Чечне. Опрос, проведенный в марте 1996 года, показал, что большинство населения России выступает за политическое разрешение российско-чеченского конфликта. Команда Ельцина тоже учитывала это обстоятельство, следствием чего явилось телеобращение российского президента, в котором он объявил о временном прекращении огня в Чечне, начиная с полуночи 31 марта, с последующим отводом российских войск до административных границ Чеченской Республики. В это же время Александр Лебедь встречался с предпринимателем Борисом Березовским, который работал в предвыборном штабе Ельцина. Березовский предложил Лебедю свою поддержку. Эта поддержка рассматривалась как попытка помешать коммунистам добиться успеха на выборах, оттянув голоса у Зюганова, что должно было помочь избранию Ельцина. 16 июня 1996 года в России состоялись президентские выборы, в них приняли участие до 70% избирателей. Ельцин набрал 35%, Зюганов 32%, Лебедь 14,5%. 3 июля предстоял второй тур выборов. 17 июля Ельцин подписал два указа. В одном из них он назначил Лебедя секретарем Совета Безопасности России, а в другом назначил его помощником президента по национальной безопасности. 10 августа, уже после начала операции «Джихад» в Грозном, Ельцин назначил Лебедя своим уполномоченным по Чеченской Республике. И с этого дня Лебедь вплотную занялся урегулированием российско-чеченского конфликта. Наша совместная работа с Лебедем только начиналась. Работать с ним было намного легче, чем с его предшественником Михайловым. Лебедь не был обременен грузом преступлений, совершенных в Чечне. Он открыто говорил об этих преступлениях, критиковал российское руководство за то, что оно допустило и начало эту войну. Во время первой встречи мы согласовали основные пункты совместного заявления. Мы также согласовали дату и место проведения встреч премьер-министра Российской Федерации Черномырдина и президента ЧРИ Залимхана Яндарбиева. Это должно было произойти 3 октября 1996 года в Москве в Белом доме, в зале международных переговоров. Подобным нюансам мы придавали огромное значение. И со стороны российской делегации мы уже не встречали особых возражений на этот счет. Было очевидным, что на высшем уровне российского руководства принято решение продолжать начавшийся процесс мирного урегулирования. Тем не менее, почему-то часто вспоминалось слова Владимира Лукина, сказанные им сразу же после подписания Хасавюртовского соглашения. Владимир Лукин был в то время председателем Комитета по международным отношениям в Государственной Думе Российской Федерации и членом российской делегации по переговорам. Когда президент ЧРИ Саид Хасан Абу-Мустимов подошел к нему, чтобы выразить свое удовлетворение подписанием соглашения, Лукин сказал ему буквально следующее: «Ничего, через 5-7 лет Россия окрепнет, и тогда она вспомнит, кто был ей другом, а кто врагом». Во время неофициальной встречи с Лебедем, мы обедали в доме у Резвана Ларсанова в Атагах, я спросил его, как он относится к тому, что сказал Лукин. Лебедь откровенно ответил: к большому сожалению, коллега, об этом думают не только Лукин и Явлинский, но и очень многие руководители партии, независимые политики, бизнесмены, чиновники, ну и, конечно же, военные. Словом, все, кто имеет хоть какое-то отношение к власти. И поэтому все в России считают меня предателем. Действительно, министр внутренних дел Российской Федерации Анатолий Куликов публично обвинил Лебедя в государственной измене. Все российские политики и чиновники считали Хасавюртовское соглашение предательством России. Даже некоторые российские олигархи, которые сколотили свои миллиардные состояния в период военных действий в Чечне, с непониманием относились к тому, как Лебедь остановил войну. Они публично возмущались тем, что он допустил унижение российской армии и пошел на такое позорное для России соглашение в Хасавюрте. В качестве примера Александр Лебедь привел мне свой разговор с Борисом Березовским. Березовский интересовался у него, что он думает о Чечне и что собирается с ней делать.
признание независимости Чечни повлекло бы за собой распад России, что, по мнению Березовского, было недопустимо. Но на это Лебедь ответил ему, что до 2001 года он съест Чечню, решить все связанные с ней проблемы. Этой откровенностью он пытался внушить доверие к себе и проводимой им политики мне и в целом чеченской стороне. Он действительно нуждался в нашей поддержке для достижения своей цели. А цель у него была стать президентом России. Ельцин был тяжело болен. Недавняя предвыборная гонка, видимо, окончательно подорвала его здоровье. Когда кто-то спрашивал Лебедя о здоровье Ельцина, он отвечал, что сегодняшний Ельцин – это Брежнев в 80-х. На вопрос корреспондента немецкого журнала «Шпигель», видит ли он себя в 2000 году президентом России, Лебедь ответил: возможно, намного раньше. В чем заключалась поддержка чеченцев Лебедю? Чеченское руководство вначале пыталось избежать публичных проявлений эйфории от достигнутой в войне победы, чтобы не усиливать ненависть к Лебедю со стороны российских шовинистов. Так, по просьбе Лебедя, мы не стали проводить 6 сентября 1996 года военный парад в 5-ю годовщину независимости. В этот день мы ограничились мероприятиями, посвященными памяти погибших. Президент Яндарбиев обратился к чеченскому населению с призывом ко всеобщему взаимному прощению и примирению. В этот день был подписан и опубликован указ об амнистии всем вынужденно сотрудничавшим с оккупационным режимом и не запятнавшим себя кровью. В это же время Аслан Масхадов и Александр Лебедь получили приглашение от Эрнста Мюллермана, председателя комиссии по Чечне в Совете Европы, с просьбой выступить на открытии осенней сессии ПАСЕ и рассказать о мирном процессе в Чечне. Российское правительство выразило протест по этому поводу. В Москве испугались, что это может вылиться в признание Чеченской Республики. Масхадов и Лебедь приняли приглашение, однако по просьбе Лебедя Масхадов отказался ехать в Страсбург, чтобы не вооружать дополнительными аргументами противников мирного процесса в Чечне для нападок на Лебедя. Я уверен, что Лебедь также знал, что мы получаем информацию обо всем, что происходит в Москве во властных структурах, включая сведения о секретных совещаниях и в силовых ведомствах. К тому времени мы знали о том, что после разгрома российских войск 6 августа перед подписанием Хасавюртовского соглашения Лебедь, как секретарь Совета Безопасности России, поставил перед военным руководством задачу разработать план и представить предложение о создании легиона в 50 тысяч человек. Лебедь на совещании с военными сказал: если чеченская армия ассоциируется с волками, то в России необходимо подготовить 50 тысяч волкодавов, чтобы расправиться с волками. Создание этого легиона должно было завершиться за очень сжатые сроки. Неделя на принятие решений, неделя на формирование, месяц на боевую подготовку. Минобороны и МВД России сначала никак не отреагировали, но после того, как Лебедь оказал на эти структуры жесткое давление, он получил ответ за подписями начальника Генштаба ВС Российской Федерации генерала Колесникова и начальника штаба внутренних войск РФ генерал-лейтенанта Маслова, суть которого заключалась в том, что срок готовности бригад – конец 1999 года. Зная иерархию в силовых структурах России, также можно быть совершенно уверенным, что ультиматум исполняющего обязанности командующего объединенной группировкой войск на территории Чеченской Республики генерала Пуликова, грозившего превратить Грозный в жерло вулкана, если наши войска не покинут город, и в течение 48 часов от 9 августа 1996 года был согласован, это заявление был согласован с Лебедем. Таким образом, Лебедь проверял реакцию на новый виток насилия в Чечне не только российского общества, но и в первую очередь Запада. Все это являлось доказательством того, что все эти мирные инициативы с российской стороны были вынужденными и носили временный характер. Исходя из этого, чеченская сторона старалась форсировать все эти мирные процессы. Необходимо было перейти от формата совместных комиссий, совместных комендатур к формату договорных отношений между правительствами и ведомствами. Я убеждал Лебедя в необходимости распуска совместных комендатур. Тогда, в то время, я возглавлял чеченскую делегацию на переговорах с Россией. Идея совместных комендатур была актуальна и сработала во время развода войск.
Но затем стало очевидным, что продолжить эту практику и далее опасно. Были случаи столкновений между чеченскими бойцами и российскими солдатами. Идея Лебедя привести в Чечню воинские подразделения, которые не участвовали в военных действиях, носила односторонний характер. В вооруженных структурах Чечни не было людей, которые не участвовали в войне, или тех, кто не пострадал от российских военных. Раны, нанесенные войной, были слишком свежи, и невозможно было заставить чеченских бойцов дружески относиться к российским солдатам. Они не признавали некоторые уставные нормы, которыми жили российские военнослужащие. Российские солдаты были призваны в армию, а чеченцы добровольно вышли на защиту своего отечества. Это была огромная разница. Я часто бывал в центральной комендатуре у Асланбека Исмаилова, сокоменданта республики, с генералом Овчинниковым. Начиная с контрольно-пропускного пункта, я видел взаимоотношения российских солдат и чеченских бойцов, несших совместную службу. Чеченцы демонстрировали свое превосходство, свое неуважение к солдатам, которые раболепствовали перед своим начальством, что было абсолютно не свойственно нашим бойцам. Российские солдаты, конечно, это видели и чувствовали. По российскому телевидению прошла одна передача, журналист брал интервью у российских военнослужащих в Чечне. Тот рассказывал об отношениях к ним чеченских военных. Он жаловался: понимаете, для чеченцев мы агрессоры, которые проиграли войну. Мы для них неполноценные люди. У них отношение к нам как к нелюдям, как к фашистам, которые разрушили их города и деревни, убили их родственников. Я не знаю, что мы здесь делаем. Какая дружба, какая совместная служба. У них отношение к нам как к дворовым собакам. Они нас даже не называют по имени, а обращаются: Бобик, иди сюда, Бобик, иди туда. Атмосфера недоверия царила и в самих комендатурах среди командующего состава. Как-то, посетив центральную комендатуру, я стал свидетелем одного случая. По графику в этот день дежурил Асланбек Исмаилов. По разработанному положению о совместных комендатурах сокоменданты дежурили поочередно. Штаб комендатуры располагался в центре города на стадионе «Динамо». Я находился в штабной комнате, когда Асланбеку по рации стали докладывать из Ханкалы: товарищ генерал, в районе Дюба-Юрта неизвестными вооруженными людьми заблокирована колонна внутренних войск. А что делает колонна внутренних войск в районе Дюба-Юрта? Спросил Асланбек. Это плановая переброска по подготовке и вывода войск согласно с достигнутыми с чеченской стороной соглашениями, ответил с той стороны. Почему я ничего не знаю о продвижении? Повысил голос Асланбек. Почему с нами не согласовали? Вы что, специально провоцируете конфликт? Вы что, не навоевались? Никак нет, товарищ генерал, прокричал офицер с Ханкалы. Никак нет, не навоевались, или никак нет, не провоцируете конфликт? Никак нет, не провоцируем конфликт, товарищ генерал. До сих пор не было никаких проблем. Это подразделение переводят в Ханкалу на место временной дислокации. Свяжите меня с командованием этого подразделения, распорядился Асланбек. Я не могу это сделать, товарищ генерал. Это технически невозможно, сказал офицер. Тогда передай им всем там, и русским, и чеченцам, от моего имени. Если они сейчас же не разойдутся, если они устроят перестрелку, я подниму эскадрилью авиации и бомбану их так, что от них мокрого места не останется. После этой угрозы Асланбек дал отбой по рации, повернулся ко мне и сказал: знаешь, Аман, я всю войну мечтал увидеть, как бы они себя повели, будь у нас авиация. В этот момент из комнаты отдыха выскочил генерал Овчинников, очень взволнованный, в попыхах, надевая очки. Он спросил: какая авиация? Где у вас эскадрильи? Тут Овчинников заметил меня, еще больше разволновался, однако по-военному поздоровался. Он был типичным потомственным русским офицером, подтянутым, опрятным штабником. «Почему у меня?» – спросил Асланбек. «Авиация есть у нас с вами, коллега? Или российская авиация уже не подчиняется нам с вами?» «А, ясно», — сказал Овчинников с видимым облегчением. «А то я вначале неправильно понял». «Я знаю», — проговорил Асланбек. «Вы думали, что я говорю о дудаевской авиации». И тут же добавил: «Если бы мы успели создать ПВО, подготовить несколько эскадрилей, то войны, может, вообще не было бы». Генерал Овчинников, немного поразмыслив, согласился с этим утверждением.
Даже на таком уровне не было взаимного доверия, на уровне двух сокомендантов. Можно легко представить себе ситуацию среди рядового состава двух войск. Приводя эти и другие доводы, я убеждал Александра Лебедя в необходимости как можно быстрее расформировать совместные кандидатуры. Я знал, что генерал Лебедь часто встречался с Асланом Масхадовым в неофициальной обстановке, и все вопросы они обсуждали вместе. У них сложились очень доверительные дружеские отношения, и личные, и рабочие. У Аслана к Лебедю было отношение как к будущему президенту России, точно так же и Лебедь относился к Аслану как к будущему президенту Чечни. И каждый из них питал уверенность в том, что именно в статусе президента сумеет склонить своего партнера к нужному политическому решению, компромиссу. Масхадов думал, что Лебедь, став российским президентом, пойдет на признание независимости Чечни, а Лебедь рассчитывал убедить Масхадова, что Чечне намного выгоднее оставаться в одном правовом поле с Россией, но с каким-то особым статусом. Спасибо большое, Ахмед. И я хотела бы еще добавить нашим зрителям, что 31 августа – это не только день годовщины Хасавюртовских соглашений, это еще и день, когда последний эшелон советских войск покинул территорию Литовской Республики. И в этот день всегда в Литве проходит парад, и профессор Виталтас Ландсбергис пригласил нас в этот день. Мы присутствовали на таком военном параде в 2021 году, и специально для нашего канала он поздравлял тогда ичкерийцев с Днем независимости. Это было 30-летие Дня независимости. Поэтому, дорогие друзья, никто не сомневается, что и у Чеченской Республики Ичкерия будет такой день вывода последнего эшелона рашистов. Да, на самом деле, Инна, 31 число у них, 31 марта Ельцин объявил о начале перемирия в Чеченской Республике в 1996 году. Вот используя так называемое вот это перемирие, 21 апреля был убит первый президент Чечни Джохар Дудаев. А 31 августа было подписано соглашение. 31 декабря мы этот этап уже один раз пережили. Были выведены войска с территории Чеченской Республики. Но это уже отдельная тема. Это у меня посвящена этому как раз событию тоже целая глава в моей книге. Спасибо большое, Ахмед. И в заключение я хотела бы тебя попросить традиционно обратиться к нашим чеченским зрителям и тем, которые находятся в оккупации, и тем, которые находятся в эмиграции на чеченском языке. Ассаламу алейкум, салам машаду, махквашка. Вайц аблчага, дестанча, отстан. От örsi цар hittинч цар хадалчи قزلك إلى عشبولش مخكوشك دني مدو أتصعد الحولس دوزنا دني مدو بيرجن بيرليلش بولش قبولش وي مخكوشك تغنى يالو سنتيابر وي يوشيو تبتشالق بيلغل يالا وي بتشالق دينينا ديدو إذا أصدينا أستنا ميخال دوتان وينا خيلشنا ليلشنا نيس ما خادبر ساتساش يكو ياتشن هر هينسم داخ دلر تقشو أما بتشال قولر له نخش قوم قول ميح قولر له تقشو تقيبخي شو تقيتشو يقزا مياتس أما هو تحليش دي بخي بعشر شوحة ويخلق ويمخك ستيسن دي دينوش ستيسن تير خيلبول ستيسن دين بنا اتشاق بيحقن ديدر يالله سنتيابر ويماش يوشيو تبوتشالق يالا وي حالخاش президент Джохар Дудаев شي указ сани иде билгал дехкан. А иде оздина хиллиги леллиги идат свой дючтеге вевеш пачал кваларалля билгал дехкан дол деду цахан зама хирю оздинц дözdol humana войн история нис махадорму иза шейхан хирюцам амтаган сон алуштеге вой дукку хумлалайна вой дукку балалайна вой дукку دارش خلوي أخنوقع ماشوا النوقع
نحشق أم ماشوني قوتشك خلر ستعشيكو ياتشون إن شاء الله دالمغلا تغنى أدنين دحواش تلغل دابيوش بول دايوش دادويلش تلغل أدنين دعلاش تلغل إيوه بتشال ويقام ويماش دال ويجر دوشون تغن ليش دينا أدنين دح خلشتوش حول سدوز أق هينشلت وين خديشتك ويدديشتك ويش بتشال متوتش وين uggari çoğçara, meyxalçara de kudu veşnuk ayol tsal iwej ayır. İtsal ve muç alırıyor. Ve duhhar her maşru qayqa in ve erdoyçı ve mıh ve maydni erdoyçı niso maşru niso bart el iş davet lozum geroy. Машу хилчиби нисо елушячу, нисо хилчиби бартхулш бачу. Сундела цахалха вайнюк цаалч айла вайкам мэшдал дешту, и вайкам мэшдача вайнисо ерю, и вайнисо енчулт, нисо дакайканчулт, вайхал амбартхе будалмула. Вайцонах тешнаду, а тана вай озденош гердоштушун. Вайкам мэшде душун, ومخك عنيسو دعوت تريشن ويقوم يقير تعالج أغلو ريشن دال مغلا يزغنوش الله دالا أزديني دولة أزديني قاچة أزدينا مرزو إيتس دالا خان لويلوين مبشل لويل أزديني ويش قام قاچة هر ويش مخك دول حالخيتس حي القيتم دون لويلون إزنديلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.